вечер. Время новостей на АТР. Вы смотрите «Заман». Четверг, 1 февраля. Здравствуйте. Жизнь пленника Кремля Павла Гриба под угрозой. Состояние здоровья украинца, задержанного ФСБ, значительно ухудшилось. Об этом рассказал его отец Игорь Гриб. Несмотря на это, Краснодарский суд отказался менять Павлу меру пресечения и оставил его под стражей. Подробнее далее в сюжете. На сильные боли в желудке. Есть угроза внутреннего кровотечения. Отец арестованного в России украинца Павла Гриба рассказал о состоянии его здоровья. Павло почав дуже сильно скаржитись на сильні болі в шлунку і в животі, на загальну слабкість, на те, що дуже погане самопочуття, скаржився на посилення тиску з боку адміністрації, слідчого ізолятору і слідчих. Здоров'я ці всі скарги можуть привести до внутрішньої кровотечі, яка може привести до фатальних наслідків. На состояние здоровья Павла отреагировала пресс-секретарь МИД України Мар'яна Беца. З огляду на важкий стан здоров'я Павла Гриба вкотре вимагаємо від Росії надати доступ українських лікарів до Гриба. Сегодня стало известно, что российский суд без присутствия родителей Павла и его адвокатов отклонил апелляцию на изменение меры пресечения и продлил арест до 4 марта. Павел Гриб исчез в августе 2017-го в белорусском Гомеле. Позже его нашли в СИЗО в российском Краснодаре. Его обвиняют в терроризме. Виталий Попов, Заман, АТР. Фигуранты дела Виджей Кашка, Асан Чапух и Бекир Дагерменджи находятся в медчасти СИЗО. До этого Чапуха обследовали в Симферопольской больнице. Об этом рассказал его адвокат Айдар Азаматов. По словам Азаматова, ныне состояние здоровья Чапуха немного улучшилось. Ранее он перенес микроинсульт. Удовлетворительное состояние и у Бекира Дагерменджи, у которого тяжелая форма астмы. 23 ноября в прошлом году в Симферополе российские силовики во время так называемой спецоперации задержали активистов крымско-татарского национального движения Асана Чапуха, Кизима Метова, Руслана Трубача и Бекира Дагерменджи. Обвинили их в вымогательстве. Тогда при задержании мужчин стало плохо ветерану крымско-татарского национального движения Виджей Кашка. Она умерла в карете скорой помощи. Асан Чапух. Выглядит он намного лучше, чем это было раньше. Единственное, сказал, что вот нога его все-таки беспокоит еще. Он ее не чувствует. Пришел он сам, то есть не было камерника, который бы его привел. 3 раза его вывозили на медицинское освидетельствование. В настоящий момент он содержится в медицинской санитарной части СИЗО. Там же и содержится Бекир Дагерменджи, и находится в санчасти с того момента, когда ему стало плохо, когда его отвезли в реанимацию. И после реанимации его доставили обратно в СИЗО в санчасть. Сенат Польши принял скандальный законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков. За проголосовали 57 сенаторов, против 23. В мире выразили обеспокоенность новым законопроектом. Подробнее расскажут мои коллеги. Официально документ называется «Про внесение изменений в закон про Институт национальной памяти». Кроме криминальной ответственности за отрицание преступлений украинских националистов против поляков, этот документ также запрещает называть нацистские лагеря смерти в Польше польскими и обвинять поляков в соучастии в Холокосте. Нарушителей будут штрафовать или сажать в тюрьму на 3 года. 26 января этот законопроект уже поддержал Сейм Польши. Я не понимаю этого. Неужели никто не мог предусмотреть, что если Сейм принял законопроект, за день до Дня памяти жертв Холокоста могут последовать волнения? Можно было голосовать за это позже, а не сейчас. Это трагическая, абсолютно трагическая международная ситуация. Реакция не заставила себя ждать. Документ осудили в украинском МИД. Там заявили, от нацистов пострадали и украинцы. А новый закон все трактует однобоко. Президент Украины Петр Порошенко заявил, этот документ не отвечает принципам стратегического партнерства между Украиной и Польшей. Глибоко стурбований рішенням польського парламенту. Історична правда вимагає відвертої розмови та діалогу, а не заборон. Оцінки, які містяться в цьому рішенні, є абсолютно необ'єктивними та категорично неприйнятними.
Осудила скандальные документы правительства Израиля. Их возмутило, что будут уголовно преследовать за любое упоминание о том, что поляки могли быть причастными к репрессиям евреев во время Второй мировой. И не исключают, что отозвут своего посла. Я четко высказал свою позицию. Законопроект нужно изменить. Мы не поддерживаем ни единой попытки переписать историю. Мы не поддерживаем никаких ограничений в исследовании правды в истории. То, что законопроект исключает участие поляков в Холокосте, вызвало не только кризис в отношениях Польши с Израилем и Украиной. Критикуют его и Штаты, и Евросоюз. В Варшаве убеждают, цель обновленного законопроекта – бороться со всеми формами отрицания и фальсификации правды про Холокост. Вероника Иващенко, Заман, АТР. Крым станет ближе. Представительство президента Украины в Крыму договорилось с Укрзалезницей открыть прямое железнодорожное сообщение из столицы и других городов к новой станции Вадим в Херсонской области. Она будет расположена возле пропускного пункта Каланчак. Железнодорожники за 1,5 месяца должны составить техническое задание по курсированию поездов или отдельных вагонов между станцией Вадим и Херсоном. Станція Вадим – це найближча станція до КПВВ Каланчак, розташована на відстані приблизно 5 кілометрів від КПВВ. Це буде зручно для громадян України з Криму. Буде можливість придбання квитків від станції Вадим до, наприклад, Києва, це 102-й потяг, так і з Києва до станції Вадим. Це буде чи пересадка, чи перечіплення вагонів. Це питання технічного характеру Укрзалізниці. Оккупанты продолжают уничтожать Ханский дворец в Бахчисарае. Австрийской телекомпании удалось запечатлеть, как выглядит архитектурный шедевр. Эдем Дудаков, бывший глава Рискомнатса Крыма, сопровождал журналистов во время съемок. На своей странице он выложил фотографии, как выглядит Ханский дворец сейчас. Здесь видно, что утрачены элементы росписи, повреждены витражи. Также отслаивается штукатурка. А в главном корпусе топором вырублена отделка вместе с росписями. Стоят леса, идет дождь, и росписи на окнах пострадали. На витражах западного фасада мне сегодня удалось только оттуда посмотреть со стороны дороги, поэтому... 47-я годовщина гибели легендарного летчика Амитхана Султана. Дважды Герой Советского Союза сбил с 150 вражеских самолетов во время Второй мировой войны. Его именем назван музей в родной Алупке. В честь него установлены памятники в Крыму и на материковой части Украины. Крымско-татарские общественники годами добивались того, чтобы международный аэропорт в Симферополе назвали в его честь. Верховная Рада Украины все же приняла это решение, однако уже после аннексии в 2015 году. Подробнее о жизни Амитхана Султана смотрите далее. Адам дүнияға оз қысметінен, оз тағдыры йылдызынен бері келейкен. Өлгенде, мұна бойлы етіп, оның йылдызы да сөне екен. Анам, менің йылдызым қайсы, білмейсіз ме? Yok балам, білмейм. Ама сен өзіңе сайлады ал бір йылдыз. Истесең әң парлақ сойы сенің олсын. Yok ана, мен сайламам, маңа башқасынқы керек ме? Мен өз йылдызымны қыдырарым, тапарым, мына көрерсіз. Слова матери о миссии в жизни стали пророческими для Амитхана. 6-летний мальчик еще не думал, чем заниматься дальше, и уже тогда мечтал о небе. Семья жила в Алупке на склоне Айпетри. 24-летним юноша Амитхан ушел на фронт. Первый боевой вылет и первая победа. 22 июня 1941 года сбил тараном немецкий бомбардировщик. За мужество и отвагу в 1943-м получил Герой Советского Союза. Этим почетным званием награжден дважды. В 1945-м ему вручили еще одну медаль – Золотую звезду. В то время, когда он защищает небо Советского Союза, НКВД депортирует его семью из Крыма. Брата обвинили в пособничестве фашистам и арестовали. Хотели забрать и мать, но Амитхану
удалось помешать этому. Его друг и боевой командир Тимофей Хрюкин заступился за семью. Вместо ссылки в Узбекистан семью отправили в Краснодар. Эти события и депортация крымско-татарского народа легли в основу фильма «Хайтарма». Его режиссер Ахтем Сейтаблаев, он же исполнитель главной роли Амитхана Султана, признается, эта роль – большая честь. Кожен кримськотатарський хлопчик мріє або мріяв стати Амітханом Султана. Я не є виключенням. Я намагався створити образ живої людини зі своїм білем, зі своїми сподіваннями, зі своєю надією. Даже несмотря на военные победы и борьбу с фашистскими захватчиками, советский режим пытался всячески уменьшить достижения Амитхана, и все из-за национальности – крымский татарин. В 1953 году за испытание прототипа крылатой ракеты летчика представляют к третьей звезде героя. Однако Сталин, узнав о национальности Амитхана, запретил вручать награду. Берия принес Сталину, это такой очень характерный яркий случай, принес Сталину список на награждение. И там в этом списке был Амитхан Султан, и Сталин рассвирепел. То есть это означало, что Амитхану нужно дать третью звезду героя. Это, конечно же, кардинально вообще меняло бы всю вот эту парадигму развития крымско-татарского народа. Историк говорит, Амитхан всегда был со своим народом. Еще в 60-е годы его подпись стояла первой в письмах-обращениях национального движения крымских татар к советским органам о возврате крымско-татарского народа на историческую родину. А поэтому постоянно был под прицелом КГБ. По одной из версий историков, Амитхан Султан погиб не случайно. Гибель такая трагическая 1 февраля Амитхана Султана, это, в общем, было убийство. Это было срежиссировано компетентными органами. Память об Амитхане Султане жива и по сей день. На исторической родине в честь известного земляка открыт музей в Алупке, названа площадь в Симферополе. Имя Амитхана Султана запечатлено и в небе. Его именем названа малая планета Солнечной системы. Елена Царенко, Заман, АТР. Это все новости на этот час. Не пропустите через несколько минут на телеканале АТР «Хайтарма». Фильм о судьбе крымско-татарского народа, его верного сына, легендарного летчика-испытателя Амитхана Султана. Оставайтесь с нами. До завтра.